Мне кажется, что фестивальное движение вообще для культуры, для искусства, для развития искусства и в том числе для сценического искусства, для театра очень важная история. И хорошо, что в нашей стране последние годы, последние лет 15-10 этих фестивалей достаточно много. Мне кажется, что самое главное в фестивале это не конкурс как таковой, потому что само соревнование, сам конкурс, он, конечно, дает какой-то тонус, заставляет как-то людей собираться, заставляет стремиться к достижению, задает какую-то планку, но тем не менее это в большей степени такой игровой азартный момент. Для меня все-таки фестиваль в первую очередь это именно смотр спектаклей, именно профессиональное и зрительское общение. Вот эта интеграция, которая происходит, мне кажется, самое важное, что дает фестиваль, потому что, учитывая особенно наши масштабы страны, отдаленность различных уголков, огромные расстояния между регионами, между городами, мне кажется, в этой ситуации фестивали особенно нужны, и они выполняют, помимо прочей, помимо творческой, такую информационную функцию, рассказывая разным регионам и разным людям о том, что творится в других местах. И за этот счет создается такой общий театральный и культурный контекст, который помогает и общему вообще уровню, и создает некую систему ориентиров для театров, для режиссеров, для актеров. Вот это вот знание о том, что происходит в других местах, мне кажется, вообще помогает как-то сориентироваться в творчестве и в общем культурном пространстве. Мне кажется, очень важно, что театры могут посмотреть друг на друга, увидеть, чем занимаются их коллеги в других местах, а зрители получают какое-то представление о театрах разных регионов, разных народов. И вообще, мне кажется, для самого города, в котором происходит фестиваль, это тоже очень важная вещь, потому что она мотивирует людей на какую-то творческую и культурную жизнь. И очень часто в тех, вот, например, есть такой в России фестиваль малых городов, который каждый год переезжает из города в город, и очень заметно в дальнейшие годы, очень заметны последствия этих фестивалей. Видно, как местные творческие силы воспринимают этот фестиваль как такой вот глоток свежего воздуха, как такой источник энергии, который позволяет как-то преодолеть какое-то ощущение своей отдаленности, ощущение своих микромасштабов. Мне кажется, вообще фестивали, вот эта вот система фестивалей, которая существует, она очень способствует той самой децентрализации, которая очевидна. Если мы посмотрим, например, на Европу, на какую-нибудь Францию, то увидим, что нет такой ситуации, что, например, там главные театры и главные достижения театральные сосредоточены в Париже. В Европе таким образом все устроено, что центры интересного искусства могут находиться в самой отдаленной и в самой какой-то маленькой провинциальной локации. И это очень важная история, потому что она охватывает всю страну, и вот это ощущение конкуренции и ощущение разнообразия присутствует. И мне кажется, очень важно, что здесь тоже появился фестиваль, который поможет, мне кажется, создать еще один очаг искусства театрального, который может как-то конкурировать с другими столичными, какими-то мегаполисными центрами искусства. Мне кажется, что фестивали вообще как-то помогают профессионалам знакомиться и как-то с оглядкой друг на друга открывать какие-то новые вещи для себя и, конечно, для зрителей. Понятно, что есть интернет, есть телевидение, можно посмотреть какие-то записи спектаклей и так далее, и так далее. Но вот это ощущение, что искусство где-то далеко, оно, мне кажется, очень как-то способствует социальному пессимизму. А вот это ощущение, что что-то интересное происходит здесь, рядом с тобой, и ты можешь стать его частью, мне кажется, помимо культурной